Наконец-то! Замерзли, наверное, совсем. Идите к огню, погрейтесь. Бабушка, а о чем эта книга, которую ты читаешь? О том, что добро всегда побеждает зло. Вот это неправда. Мне вчера большой мальчишка ударил по глазу, но ничего не смог сделать. Бабушка, а почему так бывает? Ведь наш Кай очень добрый, а тот мальчишка злой. Я сама видела. Я расскажу вам одну историю. Жил однажды злой тролль. Он смастерил волшебное зеркало. В нем все доброе казалось крошечным, а злое, напротив, бросалось в глаза. Однажды тролль со своими злыми учениками летели с зеркальцем над городом. И вдруг оно выпало у них из рук и разбилось на мелкие осколки. Некоторые из них были настолько мелкие, что попадали людям в глаза, а потом и в сердце. Сердце превращалось в кусок льда, и от этого люди становились злыми. А по свету еще летало много осколков. Бабушка, они до сих пор летают. Ерунда, Герда, это всего лишь сказки. Если бы эти осколки не летали, не попадали людям в сердца, то на свете не было бы так много зла. Герда, да ну тебя, пошли лучше на улицу погуляем. А может, лучше останетесь дома? На дворе уже темно, и метель разбушевалась. Снежинки похожи на белых пчелок. Правда, бабушка? Конечно, А у них есть своя снежная королева? конечно. Снежная королева находится там, где руй гуще всего. Часто по ночам пролетает она по улицам и заглядывает в окна. От этого они покрываются ледяными узорами, словно цветами. Да пусть кого попробует. Эй, снежная королева, заходи сюда, я тебя на печку пущу, и ты растаешь. Ай. Голос. Ой, сердце. Ой. Кай, что с тобой? Нормально все со мной, что ты надо делать? Посмотрю. Не надо, наверное, уже вылетело. Что ты сразу не распускаешь? У тебя нелепо выглядят очки, а еще ты ходишь смешно. Все, мне скучно. Чао. Бабушка, что с ним случилось? Он стал другим. А, я поняла. Когда он выглянул в окно, вместе с снегом у него был осколок стекла. Потом попал в сердце. Оно стало ледяным, поэтому он стал таким грубым и злым. Ему нужно рассказать об этом. Его нужно вернуть. Герда, подожди! Эй, вы кто такая? Зачем вы взяли мои санки? Я не разрешала звать. Замерз? Нет. Вы кто такая? И зачем вы взяли мои санки? Я Снежная королева. Ты ведь сам приглашал меня в гости. Вот я и пришла. Правда, что ли? Правда. Поверить не могу. Нет, домой я вас не пущу. Там скукотища. Тогда поехали ко мне в гости. У меня там весело. Здорово, поехали. О, кто мне пожаловал? Какая прелестная девочка. Как тебя зовут? Как ты сюда попала? Меня зовут Герда, я ищу Кая. Его забрала к себе Снежная королева. Ты, наверное, устала и проголодалась. Да, немного. У вас такой удивительный сад. На улице зима, а у вас в саду лето. Мой сад не простой, а волшебный. Давай, пойдемте я его покажу, заодно угощу. О, розы. У нас тоже дома цветут розы. Да, да. Нет. Но вы слышали? Наша дорогая цветочница совсем забыла про нас. Ну что ты, Роза, она придет к нам, когда накормит эту бедную девочку. Но она даже не поздоровалась с нами, как обычно. Этого и следовало ожидать. У нашей цветочницы появилась новая забота, а вы теперь и не нужны вовсе. Сначала перестанет с вами беседовать, а потом будет реже приходить, а потом вовсе забудет полить вас. Ах, не может быть! Не говори ерунды, крапива. Это вовсе не ерунда, так оно и будет, вот посмотрите. Я давно хотела иметь себе подружку, а то одной бывает иногда скучно. Девочка сказала, что у
она забыла про свой дом. Роза, быстро прячься, не смей показываться на глаза девочки. Нет, но вы слышали, как она со мной разговаривала? С королевой цветов. Нет, я наоборот должна все рассказать девочке, чтобы она поскорее покинула наш сад. И тогда цветочница снова будет за нами ухаживать. Как тут красиво и хорошо. Сколько прекрасных цветов. О, что это за цветок? Какой чудесный, красивый. Какой аромат. Как же он называется? Я Роза, королева цветов. Я еще раз у тебя дома. Ты забыла? Дома? Он сделал в комнате в горшке. Ах, дома! Сколько я пробыла здесь, что про все забыла. Нужно поскорее бежать из этого дуряющего сада. Прочь, прочь, прочь! Карл, здравствуй, прелестное дитя. Что ты тут делаешь совсем одна? И без теплой одежды? Здравствуйте. Вы умеете говорить? Конечно! Каждый уважающий себя ворон умеет говорить. Удивительно. Хотя чему я удивляюсь? Ведь я только что убежала с летнего сада. Что? Что ты говоришь? Я к старости стал немного глуховат. Так что не стесняйся, говори громче. Хорошо. Так что ты тут делаешь совсем одна? И без теплой, и где твоя теплая одежда? Я ищу Кая. Его забрала к себе снежная королева. А одежду я оставила в волшебном саду у цветочницы. Иди ко мне под крыло, я согрею тебя. Снежная королева, говоришь? Я, кажется, знаю твоего Кая. Правда? Где? Когда? Слушай, давай я вот тебе расскажу. Наша принцесса, очень умная девочка, решила выйти замуж. К ней много принцев приезжало, но ни один из них ей так и не понравился. Почему же? Все они, увидев принцессу, краснели и лепетали что-то неразумительное. А ей это ой как не нравится. Но вот однажды к ней подошел один юноша, ко дворцу подошел один юноша и пошел прямиком к принцессе. Она удивилась такой смелости, и они разговорились. И принцессе очень понравился этот юноша. На днях они собираются пожениться. Не может быть. Кай не мог забыть меня так быстро. Проводи же меня к нему, пожалуйста. Хорошо, хорошо, только не спеши так. Я уже старый, и быстро передвигаться не могу. Шахмат, я выиграл. О нет, это ведь уже второй раз. Ну ты тоже 2 раза выиграл, так что у нас с тобой ничья. Ну хорошо, я согласна, что мы оба очень умные. Ну ты еще, к тому же, еще и очень скромная. Да, есть немного, но что мы еще умеем дать? А давай. Кай, вот ты где! Я тебя везде ищу. О нет, это не Кай. Не плачь, девочка, успокойся и расскажи нам, что случилось? Как тебя зовут? Меня зовут Герда, я ищу Кая. Его увезла с собой снежная королева, и я пошла его искать. Я случайно попала в волшебный сад цветочницы и задержалась там. Наверное, снежная королева совсем заморозит Кая, и я не успею его спасти. Ах ты, бедняжка, нужно помочь Герде. Мы дадим тебе теплую, красивую одежду из самых быстрых лошадей в моем королевстве. Пойдем со мной? Спасибо вам огромное. Пойдемте. Отпустите меня! Помогите! Кричи, сколько влезет, тебя все равно никто не услышит. Эй, маманя, принимай гостинцы. Зачем мне эта девчонка? Уж больно... Только если ждешь от Кая прокатает, уж больно худая. Кожа-то кости. Что ты, маманя, это мой презент, а тебя там в лесу карета и провиант королевский ждет. Иди сама посмотри. Пойдем ко мне, покажу, как я живу. Да не боись, я тебя не трону. Мы разбойники, цивилизованные, не людоеды. Может, ты меня
еще прибьешь меня? Я же не знаю, что у тебя на уме. Прибьешь? Но зачем? Как зачем? Чтобы сбежать. Ты мне лучше скажи, что ты такая знатная барышня делала в таком глухом лесу. Да не знатная я барышня. Просто принцесса подарила мне теплую одежду. Что-то я не совсем понимаю. Давай расскажу тебе все с самого начала. А давай, вещай. У меня есть очень хороший друг, его зовут Кай. Его забрала к себе снежная королева, и я отправилась его искать. Сначала я попала в волшебница-цветочница. У нее там настоящее лето, все цветы живые. Они могут петь, танцевать и разговаривать. Она хотела меня оставить у себя и заколдовала. Но цветы помогли мне выбраться из этого сада. Я бежала и оказалась около дворца. Там я познакомилась с говорящим вороном, а он познакомил меня с принцем и принцессой. Они снабдили меня всем необходимым. Но потом меня встретили разбойники. Если я не потороплюсь, снежная королева совсем заморозит Кая. Очуметь! Слушай, может, ты мне врешь? Да не врешь, по глазам вижу. Слушай, мне нужна подружка веселая, а ты будешь плакать и ныть по своему Каю. Только плесень самой разводить. Карету я тебе однозначно оставлю, и маманя лошадей не отдаст. Ну ладно, у меня есть северный олень. Не хотела его отпускать, но нечего делать. Он тебя быстрее ветра домчит. Ты хоть на обратном пути заглянешь ко мне? Обещаешь? Обещаю. Спасибо тебе огромное. Ты очень добрая. Ой, иди уже. Сейчас самой плесень разводить. На снежки полепим, Нет, на санках покатаемся, нет. на коньках покатаемся. Какой ты несносный мальчишка. Дай мне побыть в тишине и покое, подумать и поразмышлять. Но мне скучно, я хочу домой. Там во дворе с ребятишками поиграю. Не то, что у тебя тут. Об этом не может быть и речи. Почему это? Там, где ты живешь, скоро весна, я могу растаять. И что, мне туда следующей зимой тут быть? Жди до следующей зимы. Да ты что? Я в ледышку превращусь. Твое сердце уже кусок льда, так что не волнуйся об этом. Скучно. Пошли играть в снежки. Пошли играть в снежки. Пошли играть в снежки. Как ты мне надоел. Как тут было тихо и спокойно до тебя. А сейчас гляди, от твоей вопли скоро стены потрескаются. Кай, я нашла тебя! Как ты сюда пришла? И кто тебя сюда привел? Кто ты такая, девчонка? И как ты посмела прийти сюда и без приглашения? Я пришла спасти Кая. Спасти Кая? Она спешила. Слушай, а давай я тебя заморожу. Ты мороз сильнее. Стужа охлади скорее. Тело Герды охлади, сердце в лед ты преврати. Нет, не смей этого делать. А то что? Что ты мне сделаешь, глупый мальчишка? А то я закричу, и твой замок рухнет. Не поможет. Стены слишком толстые. Тогда я буду тебя бесить еще сильнее. А я посажу тебя в ледяную комнату и буду наблюдать за тобой. Тогда... Ладно, я стану твоим верным слугой. Только, пожалуйста, отпусти Герду, не губи ее. Ты хочешь пожертвовать собой? Да. Удивительно, я никогда не видела столько доброты в людях. Такая жертва. И ради чего? Маленькой девчонки? Ты просто плохо смотрела по сторонам. На самом деле ты очень добрая, только сама этого не знаешь. Я добрая? Да я самая злая и суровая королева. Я снежная королева. Без меня не может быть и зимы. А зима может быть и мягкой. Ты можешь измениться. Это невозможно. От доброты мое королевство рухнет. Не волнуйся, от доброты растает только твое сердце. Королевство останется прежним, ведь в мире должны меняться времена года. И зимой не хуже, чем летом. Столько развлечений. Позови во дворец гостей. Устрой праздник. Веселись от души. Поверь, это тебе понравится. Ну как мне это все устроить? Да и вряд ли ко мне кто-нибудь придет. Все знают, что я злая. Смотри на Кая. Когда он решил пожертвовать собой, чтобы спасти меня, его сердце растаяло. Так и растает и твое. А мы тебе в этом поможем. Спасибо вам. Вы помогли мне понять многое. Теперь я буду меняться. Ведь самое ледяное сердце, как сердце снежной королевы, может растаять.
Главное, что мы должны делать добро всем на земле и полюбить даже своих врагов. Ведь добро всегда побеждает зло.